на рынке вообще есть порошковое мороженое, есть натуральное мороженое. В Якутске это именно ниша пустая, насчет все натуральное. Мы даже не смотрели на ценники, определенной цены у нас не было. Просто взяли, сделали мороженое и сказали то, что вот это мороженое будет брендом. В нашем мороженом есть йод, селен и омега-3, которые ежедневно нуждается человек. Николай предложил вообще сделать что-то совершенно новое и классное и создать мороженое. Он сказал, вот оборудование есть, все есть, можем сделать что-то совсем другого уровня качества вообще. Очень сильно загорелись сразу этой идеей и начали прямо создавать. Приветствую вас у нас в цехе, в молочном цехе, где мы производим мороженое утчу. Вот здесь у нас молоко. Запускаем туда сливочки. Сливки тоже нашего местного производителя. Включаем. Отправляем ванильный сахар. И немножко ждем, когда оно у нас закипит. Мы заранее взбиваем яйца с сахаром. И всю эту яичную массу тоже добавляем в наше молоко. Все тщательно взбиваем. И ждем, когда оно у нас нагреется до нужной температуры. Так как мы работаем на яйцах, поэтому у нас технологический процесс обязательно должен проходить термообработку. После того, как она у нас сварилась, мы ее остужаем. И после всего мы отправляем к нам на фрезер. Это семена чио. В нашем регионе не хватает омега-3 жирных кислот. Вот в этих семенах чио у нас достаточно количество омега-3 жирных кислот. И включаем. При изготовлении мороженого обязательно должно проходить фрезерование, взбивание с одновременным охлаждением мороженой массы. После того, как температура мороженой массы достигает от минус 5 до минус 8, это мороженое уже почти что готово, то есть мягкое мороженое, после чего мороженое отправляется на закаливание. Здесь у нас процесс закаливания мороженого, оно уже упакованное или ожидает следующее. То есть у нас мороженое есть простое, а также с добавками.